Привет, друзья! С вами я, Михаил Саркели, и новый выпуск Nocta Life. На этой неделе в Молдове и в АТО Гагаузии было много событий. Мы прокомментируем некоторые из них. В Гагаузии запретили гей-пропаганду, а Додона отправили под домашний арест. Начнем с Народного собрания. На этой неделе Народное собрание провело заседание. Давайте посмотрим короткое видео с этого заседания. Я хочу сказать, уважаемые коллеги, давайте восстановление на голосование. деятельность на территории Гагаузии. Да, это американский сайт, английский мы точно не знаем, но если вы внимательно смотрели по принятию постановления закона о георгиевской ленточке, извините, меня заложили, он на вас... он нас вдоль и поперек опустил, можно так сказать, депутатов Народного собрания. Ну что ж, депутаты Народного собрания смотрят выпуски Nocta Life и читают Nocta MDM. Это хорошо. Мы тоже следим за их деятельностью, и нам тоже есть что сказать. Не успел суд отменить местный закон АТО Гагаузии о защите георгиевской ленты, как депутаты приняли еще одно абсурдное постановление. Местный закон о георгиевской ленте, кстати, был не менее абсурден и противоречил национальному законодательству, в связи с чем и был отменен судом. Новое постановление Народного собрания также идет вразрез с национальным законодательством. Почему органам власти Гагаузии важно принимать свои решения в рамках национального законодательства Республики Молдова, я скажу чуть позже. Сейчас вернемся к одному из свежих постановлений Народного собрания, принятых на этой неделе. Так вот, на этой неделе Народное собрание приняло решение о запрете гей-пропаганды в Гагаузии. Это решение было принято в преддверии Прайда, который пройдет в Кишиневе 13 июня 2022 года. Не то чтобы в Гагаузии кто-то собирался проводить ЛГБТ-фестиваль. Речь об этом не идет, и об этом речи даже не было. Но депутаты решили, что это самая большая проблема, и это обязательно надо запретить. Очередное скандальное постановление, и в очередной раз Гагаузия выставлена в средневековом отсталым медвежьим углом Европы. Постановление о запрете пропаганды нетрадиционных отношений ЛГБТ на территории Гагаузии не было включено в повестку дня заседания. О нем депутаты заговорили в конце сессии. По словам депутата Народного собрания Сергея Чумпаеш, проект постановления был предложен фракцией блока коммунистов и социалистов в Народном собрании. Текст постановления не был опубликован заранее и даже не был озвучен на заседании. Он попал в распоряжение редакции сайта Nocta уже после того, как это постановление было принято. Постановление устанавливает традиционную семью основой гагаузского общества, запрещает проведение в Гагаузии любых мероприятий, пропагандирующих ЛГБТ-отношения, в том числе шествия, семинары и даже конференции. Запрещает СМИ распространять материалы по вопросам пропаганды ЛГБТ-отношений, а также требует от Управления образования запретить кое-что в школах. В постановлении не сказано, что именно они запрещают в школах, но, наверное, речь идет о темах, связанных с ЛГБТ. Как это все будет исполняться в Гагаузии, в постановлении не указано. Полиция в Гагаузии действует согласно национальному законодательству. Данное постановление противоречит национальному законодательству, а полиция не может применять заведомо незаконное решение Народного собрания. Как депутаты намерены контролировать соблюдение этого постановления, в документе тоже не сказано. Куда звонить, если, например, бдительному защитнику православия и семейных ценностей в Гагаузии покажется, что он стал свидетелем пропаганды ЛГБТ-отношений? Кому звонить в таком случае? В полицию или депутатам Народного собрания? Предлагаю Народному собранию создать свой ЛГБТ-патруль. С природным газом не получилось, может, здесь себя проявят. В ходе заседания гагаузские депутаты соревновались в оскорблениях в адрес ЛГБТ-людей. Молдова идет по пути именно этого сатанинского, дьявольского мероприятия. У нас, на нашей территории, мы должны быть категоричны в этом вопросе. Статисты провели такой анализ. Оказывается, на всем земном шаре таких больных людей оказывается 7%. Это идет в ущерб нашим христианским устоям, нашей семье, то, что Богом было провозглашено, семья – это мужчина, женщина, и дальше идут дети. На сегодняшний день действующее правительство в лице премьер-министра, президента очень активно продвигает на территории Молдовы нетрадиционные ценности, то есть радужных ребят, которые на фестивалях прыгают, бегают. Конечно же, территория автономии гагаузская всегда была православной.
Мы никогда в жизни не поддерживали такие вещи, не будем поддерживать. Я думаю, что и закон, и постановление – это те вещи, которые еще раз дадут понять центральной власти, что на нашей территории, на нашей земле здесь такого не будет. Мы никогда этого не потерпим и никогда здесь таких парадов не проведем. Потому что наши дети должны расти в нормальных семьях. Почему в Народном собрании Гагаузии вдруг ни с того ни с сего решили бороться с ЛГБТ? В автономии, насколько нам известно, не планируются мероприятия в рамках Молдова Прайд, ежегодной акции по повышению видимости ЛГБТ-сообщества. Более того, в Гагаузии нет организованного сообщества ЛГБТ-людей, и за все эти годы только одна ЛГБТ-персона из Гагаузии совершила каминг-аут. Нельзя сказать, что в регионе что-либо кардинально изменилось в плане видимости и поддержки ЛГБТ-людей. Гагаузия достаточно враждебный по отношению к ЛГБТ-людям регион. Но тему защиты так называемых православных ценностей очень легко продать и на этом очень легко хайпануть. Схема в таких случаях очень простая. Берется абсолютно неактуальная, но эмоциональная тема и продается людям как важная. Внимание людей отвлекается от важных ежедневных вопросов, которые не решаются много лет. Депутаты предстают как защитники народа и выглядят победителями. Тем временем реальные проблемы остаются нерешенными и все больше усугубляются. Так действовали все власти имущие на протяжении 30 лет независимости Молдовы. Громко боролись за семейные ценности, которым в Молдове ничего не угрожает, или за православие, которому тоже ничего не угрожает, или против европейской интеграции. А за ширмой этой борьбы разворовывались и развращали страну и автономию. Сдается мне, что этот созыв Народного собрания Гагаузии отрабатывает методички из Кремля, станет бешеным принтером по производству бессмысленных и скандальных законов, нарушающих национальное законодательство, международные акты и права человека. А Гагаузия окончательно превратится в отсталый и невежественный медвежий угол Молдовы, куда больше не придут ни адекватный западный бизнес, ни международные партнеры. Потуги депутатов с законом о защите Георгиевской ленты обернулись провалом. Мероприятия 9 мая показали, что этот закон не был востребован обществом. Массового порыва в защите Георгиевской ленты в Гагаузии не случилось. А те, кто надел ленту и получил штрафы, судя по заявлениям депутатов, справляются с этой проблемой сами по себе. По сообщениям полиции, за ношение Георгиевской ленты в Гагаузии оштрафовали более 100 человек. Депутат Виктор Петров и депутат Сергей Чимпаеш призвали людей обращаться за помощью в случае получения штрафов. Согласно комментариям Чимпаеша, на прошлой неделе к нему никто не обратился. Так и сейчас депутаты выдают несуществующую проблему за общественно значимую и отвлекают внимание общества от реальных проблем. Более того, депутаты нарушают права человека и распространяют язык ненависти. Они пытаются ограничить свободу слова и свободу собраний, а проще говоря, ввести цензуру. В правозащитном центре Гендердог М уже заявили, что как только это постановление вступит в силу, оно будет оспорено в суде. В стране действует принятый 10 лет назад закон об обеспечении равенства. Этот закон борется с дискриминацией и обеспечивает равенство во всех сферах жизни для всех граждан, независимо от их расы, этнического происхождения, языка, религии, пола, возраста, ограниченных возможностей или других факторов. 10 лет назад, когда этот закон обсуждался и принимался в парламенте страны, пророссийские политические силы пытались представить его как закон в поддержку ЛГБТ-людей, но это не так. Этот закон позволяет добиться справедливости всем, кто чувствует себя дискриминированным в этой стране, в том числе и гагаузам. Например, в 2019 году активист Николай Келеш пожаловался в Совет по недискриминации на портал Дискиди МД. Келеш возмутился тем, что издание называет гагаузов сепаратистами. Он подал свою жалобу в Совет на гагаузском языке. Портал обязали принести публичное извинение. В 2013 году в противовес республиканскому закону о равенстве в Гагаузии был принят закон с витиеватым названием об обеспечении принципов равноправия, справедливости и объективности. Суть этого закона сводилась к одному – ограничению прав ЛГБТ-людей на территории Гагаузии. Ряд его положений были отменены судом. То, что приняли на этой неделе, повторяет то, что Народное собрание приняло в 2013 году
и впоследствии отменил суд. В 2013 году был закон, а теперь постановление. Возможно, таким образом депутаты не хотели подставлять Башкана Гагаузии Ирину Уллах, которая должна была бы промульгировать закон, чтобы он вступил в силу. Подписав этот закон, ей пришлось бы объясняться перед международными партнерами по развитию. А если бы не подписала, дала бы депутатам почву для обвинений в защите интересов ЛГБТ-сообщества в Гагаузии. Однако заместитель Башкана Алиса Танасоглу, присутствовавшая на заседании Народного собрания, заявила, что власти автономии однозначно поддерживают только традиционные семьи и традиционное воспитание, и предложила провести более масштабные празднования семьи, Дня семьи, любви и верности. Мы однозначно поддерживаем только традиционные семьи и традиционное воспитание, что исконно важно для наших детей, семей, наших предков. И однозначно ничего альтернативного не рассматриваем. Поэтому здесь позиция, я сейчас звучу свою личную позицию, потому что позиция исполкома выражается голосование. Но я думаю, что мои коллеги все меня поддержат, и вопросов в этом у нас никогда не вставало, тем более, насколько я помню, в Гагаузии функционирует этот закон, никаких попыток, ничего нетрадиционного у нас до сих пор не предпринималось. Но если мы очередной раз проведем более масштабно праздник семьи, любви и верности, это будет только плюс для наших семей. Насчет семьи, любви и верности и традиционных семей. А что насчет разведенных семей? К ним как относиться? В Народном собрании и в исполкоме не сказали. Они считают эти семьи традиционными? У властей Гагаузии есть статистика разведенных семей в Гагаузии? Уверен, их немало. А сколько людей живут в разводе во втором или в третьем браке? Если вы утверждаете, что в традиционной семье должны быть папа и мама, а что делать, если в семье только мама или только папа? Потому что развелись, кто-то умер преждевременно или ребенок родился вне брака. Это традиционная семья? Таких семей в Гагаузии очень много. И насчет верности. Сколько депутатов Народного собрания и членов исполкома хранят верность своим супругам? С этим что делать? Я никого не осуждаю, ради бога. Я просто обращаю внимание на то, что жизнь сложная и могут быть разные ситуации. Я одного не понимаю. Зачем придумывать проблемы, которых нет? Вчера один депутат Народного собрания звонил нашему коллеге и допытывался, поддерживает ли наш новостной портал ЛГБТ-движение. Господин депутат, наш новостной портал поддерживает права человека, уважает человеческое достоинство и продвигает здравый смысл. И у нас не очень укладывается в голове две вещи. Действия социалистов в Гагаузии и по всей стране в целом с их борьбой против ЛГБТ-пропаганды и наличие в партии социалистов геев, если верить заявлениям Анжелики Фролов, одного из лидеров Гендердог-М. У меня нет оснований не доверять Анжелике. Она знает, что говорит. Если она говорит, что в рядах социалистов есть геи, значит, так оно и есть. Она знает, что говорит. Где в действиях социалистов логика? Иметь в своих рядах геев и выступать с нарративом против ЛГБТ. А ее нет, просто есть желание понравиться избирателю, не предлагая какие-то важные решения, решающие действительно насущные проблемы, а цепляя эмоции у людей, придумывая несуществующие проблемы и имитируя бурную деятельность в решении этих несуществующих проблем. И во всем так. С несуществующей пропагандой ЛГБТ, с ценой на газ, которую искусственно завышают кураторы социалистов в Кремле, а они потом в Молдове кричат, что во всем виновато правительство, с кризисом беженцев, который спровоцировала преступная война Владимира Путина в Украине. Но социалисты об этом ничего не говорят. Они продвигают фейки про беженцев и язык ненависти по отношению к беженцам. А проблемы, которые действительно нуждаются в решении, так и стоят. Например, отсутствие очистных сооружений в Камрате и сток канализации прямо в Елпук. Председатель фракции социалистов в Народном собрании был избран от 4-го округа Камрата. Это район Заелпужье. Жители этого района очень сильно страдают от запахов канализации. Скоро лето, начнется жара, и в районе Заелпужья нечем будет дышать. Но мы не видим, чтобы председатель социалистов в Народном собрании предлагал решение этой проблемы, которая на самом деле существует и существует много лет. Председатель фракции социалистов борется с пропагандой ЛГБТ. Что-то я не видел, чтобы в районе Заелпужья проводили прайд, зато много раз чувствовал запах канализации, когда проезжал через этот район, особенно летом. Это постановление будет отменено, как и закон в защиту Георгиевской ленты. Но боюсь, что гагаузских депутатов это не остановит, и бешеный принтер бесполезных и опасных для Гагаузии законодательных актов продолжит работать. И здесь
В очередной раз хотелось бы обратить внимание на то, что депутаты Народного собрания и власти Гагаузии в целом не по назначению используют полномочия Гагаузии. Вы, дамы и господа депутаты, и поддерживающие их в таких решениях члены исполкома и Башкан, решаете свои личные вопросы. В данном случае вопросы рейтинга. Еще раз повторю, нет в Гагаузии такой проблемы, как пропаганда ЛГБТ. Нет желающих проводить прайды. Социалисты решают проблемы резко идущего вниз рейтинга в связи с обвинениями руководства партии и партии социалистов в целом в коррупции. Мы не видим массовых протестов против задержания Игоря Додона. А почему нет протестов? Да потому что всем известно, что у Додона много денег и все знают, откуда они. Столько журналистских расследований по этому поводу было, что и не счесть. Главная интрига не в том, докажут или нет, что Додон финансировал партию социалистов незаконно или обогащался незаконно. Это давно доказано журналистами-расследователями. Главная интрига в том, сделают ли прокуроры свое дело как надо или опять срукожопят. Другие депутаты Народного собрания, так называемые независимые, тоже решают свои проблемы с рейтингом. Мы помним, как прошли последние выборы в Народное собрание с низкой явкой и с большим количеством обвинений в подкупе избирателей. Есть большой вопрос доверия к этому составу Народного собрания. Исполком и Башкан решают примерно такую же проблему. Полный провал с управлением пандемией, скандалы вокруг европейских грантов – все это подрывает доверие ко всем участникам этого кардебалета – партии социалистов, Народному собранию, исполкому и Башкану. Они не предлагают решений реальных насущных проблем и не предлагают концепции развития Гагаузии и освоения ее особого правового статуса, потому что не в состоянии это сделать. Если бы они были в состоянии, то вполне возможно предложили бы и рейтинг пошел бы вверх. Они борются с ветряными мельницами, борются с ЛГБТ-сообществом, которого в Гагаузии нет. Можно сколько угодно бороться с такими противниками, которые даже не собираются принимать вызов. Это все равно, что стать чемпионом в результате технической победы, потому что твой противник не пришел на матч. Так и здесь депутаты борются с пропагандой ЛГБТ, которой нет. Причем вуалирует это в компетенции Народного собрания принимать законы в области культуры. Так вы, дамы и господа, таким образом показываете бескультурие и отсталость и выставляете Гагаузию в неприглядном свете в очередной раз. Причем делаете это самым примитивным образом, принимая законы и постановления, которые выходят за рамки компетенции Гагаузии, и даете в очередной раз повод задуматься, а зачем вообще Гагаузии особый правовой статус? Его дали для защиты и развития гагаузского языка, а депутаты, члены исполкома и Башкан на своих заседаниях на гагаузском не говорят. Ну, скажут там пару слов для проформы, и на этом все. Особый правовой статус дали для экономического развития Гагаузии, но Гагаузия остается депрессивным регионом, откуда уезжают люди. Особый правовой статус дали в том числе для решения экологических проблем. Но у нас главная река Гагаузии загрязнена, деревья срубаются и куча стихийных мусоросвалок. Я ни к чему не призываю, просто обращаю внимание на то, что такие вопросы возникают сами по себе. Если вы видите суть Гагаузии в решении несуществующих проблем, тогда вы сами превращаете Гагаузию в несуществующую автономию. Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стали обыски и задержания экс-президента Молдовы Игоря Додона. Обыски у Додона дома начались утром 24 мая и продлились до вечера. Не будь Додон Додоном, если бы обыски прошли тихо и мирно. Как только об обысках сообщили СМИ, к его дому начали подтягиваться его сторонники и антифанаты. Кто-то приехал с шампанским. Не обошлось без драк и попыток съесть улики. Но обо всем по порядку. Обыски прошли в нескольких местах, связанных с Игорем Додоном. В его доме по улице Париж в столичном секторе Буйканы, в пентхаусе в Кишиневе и в доме в Садово. Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по 4 статьям Уголовного кодекса. Пассивная коррупция, незаконное финансирование политических партий или политической партии в данном случае, государственная измена и незаконное обогащение. Еще до того, как прокуроры созвали брифинг по этому делу, расследовательский портал Зиарл Дигарда рассказал об уликах, найденных в доме у Игоря Додона. Среди находок числились документы, подтверждающие оплату за кухонную мебель на сумму 25 тысяч евро. Нехило так. У подавляющего большинства людей в этой стране вся их недвижимость стоит меньше. За 25 тысяч евро можно купить квартиру в Кишиневе, а то и дом в Камрате. А Игорь Додон такие деньги только на кухонную мебель тратит. Помимо этого, у Додона
нашли 680 тысяч леев, 17 тысяч евро и $1000 наличными. Родственник Додона даже пытался проглотить расписку на сделку с недвижимостью на сумму 700 тысяч евро. По данным Зе Рудигарда, это был Шурин Додона. По данным прокуроров, обнаруженные в ходе обысков улики подтверждают наличие у Додона имущества на сумму в десятки миллионов леев, включая недвижимость. Обыски выявили, что только в начале 2022 года Додон использовал туристические услуги российских компаний на сумму около 1 миллиона 300 тысяч леев. Игорь Додон фигурировал в десятках журналистских расследований, которые рассказывают о его роли в схемах по закупке электроэнергии по завышенной цене, о его доме площадью более 160 квадратов, о его шикарном отдыхе, о финансировании ПСРМ через офшоры на Багамах, о том, как его курировал Кремль и многие другие расследования. Также были всем известные видеокадры, где Плохотнюк передавал Додону кулек с деньгами для ПСРМ. Вся Молдова увидела, как Додон получает кулек из рук скандального олигарха. Но прокуратура под руководством Александра Стоянова не увидела в этом повода для возбуждения уголовного дела. Дело о кульке было возбуждено после решения апелляционной палаты в середине мая, а 24 мая в домах Додона прошли обыски. Несмотря на многочисленные расследования и суммы денег, найденные у Додона, сам Додон и его сторонники утверждают, что это дело это политический заказ. Игорь Додон всю жизнь работал на государство. С 2005 года в Министерстве экономики, потом членом правительства, потом депутатом парламента 4 года и 4 года был президентом, извините. Все годы, что Додон работал на государство, он получал скромные доходы. В нашей стране очень низкие зарплаты. Откуда у Додона деньги на отдых и кучу недвижимости? Не то чтобы мы не знаем откуда, конечно знаем. Еще раз повторюсь. Куча журналистских расследований по этому поводу. В нашей стране много людей устраиваются на работу, как в том анекдоте. А что здесь еще и зарплату платят? Многие, ностальгирующие по Советскому Союзу, не спрашивают, какая у тебя зарплата, а что у тебя на работе можно своровать. Я понимаю, что многих, кто родился и вырос в Советском Союзе, система приучила воровать, потому что по-другому было не выжить. Но сейчас не Советский Союз. Я сомневаюсь, что социалисты и сторонники Додона верят в невиновность Додона или в его невинность, как сказала депутат Народного собрания социалистка Елена Юрченко. Он должен получить возможность отстаивать свою невинность в ходе честного расследования. Гагаузы на страже невинности Додона. Впрочем, ничего нового. Игорь Додон всю жизнь был государственным служащим. У него нет, по меньшей мере, он не декларировал собственный бизнес, если, конечно, не называть бизнесом то, чем промышляют коррупционные политики в нашей стране, торгуя своим влиянием и полномочиями, которые предусматривают их государственные должности. В нормальных системах это называется не бизнес, а коррупция. И для такого, в кавычках, бизнеса предусмотрены статьи Уголовного кодекса. Зарплаты в государственном секторе весьма скромные. Например, глава правительства Молдовы получает 15 тысяч леев. Зарплата президента 18 тысяч. На кухню в 25 тысяч евро с такими зарплатами не заработаешь. Тем более, когда у тебя 3 детей, которых Додон умудрялся обучать в частной школе. Все эти дома, квартиры, кухни, деньги, шикарный отдых семьи Додона – это наши с вами украденные налоги. Из-за этого у нас некачественные дороги, у наших детей в школах нету туалетов. Это наши очистные, которых нет, канализация, которой тоже нет, низкие пенсии и некачественное медицинское обслуживание. Шикарная жизнь семьи Додона – результат его работы в интересах России и олигархов, которые давали ему кульки. Из-за десятков или сотен таких Додонов во власти Молдова оказалась самой бедной страной Европы. Из-за него и таких, как он, Молдова много-много лет была захваченным государством. Я еще не встречал людей, которые поверили бы в то, что Додон честно заработал свое состояние. Все прекрасно понимают, и что самое страшное, часто оправдывают. А что, говорят они, президент не будет решать свои вопросы? Он что, дурак? Это, к сожалению, не редкая реакция на результат обысков у Додона. Больше всего меня поразила реакция некоторых моих знакомых на новость о том, что у Додона нашли 600 тысяч наличными. А что это, деньги для Додона? Было сказано мне. Это часть наследия советской культуры.
тащить у государства все, что плохо лежит. У многих наших сограждан есть некий образ в голове. Если человек занимает высокий пост, значит у него есть деньги. А как заработал, неважно. Они у него должны быть, их не может не быть. И наоборот, на тебя смотрят как на лошару, извините за выражение, если ты, будучи на высокой должности, живешь на одну зарплату. Много лет борьба с коррупцией в Молдове напоминала спортивную рыбалку, когда рыбу ловят, фотографируются с трофеем и сразу отпускают. Мы наблюдали громкие отставки, обыски, задержания, но спустя время эти люди благополучно оказывались на свободе. После задержания Додона многие решили, что это очередное громкое, но безрезультатное шоу. Его задержали на 72 часа, но уже на следующий день суд определил меру пресечения домашний арест на 30 дней. Этот момент тоже интересен. Додона, главного подозреваемого в этом деле, поместили под домашний арест, а Шурина Додона, который пытался съесть улики и который в этом деле свидетель, его поместили под арест в Кишиневскую тюрьму номер 13. Задержание лидера главной оппозиционной партии на левом фланге проходит на фоне довольно вялой реакции общества. Это говорит о том, что люди не верят в невиновность или невинность Игоря Додона, выражая словами Елены Юрченко. Нет, в связи с этим волны общественного недовольства народ не вышел в едином порыве защищать Игоря Додона. Протесты, которые мы наблюдаем, немногочисленные, вялые и искусственные. Игорь Додон не пользуется общественной поддержкой. Это стало понятно на выборах президента в 2020 году. Его поддержка продолжила падать после того, как Додон отказался отдавать власть сначала в партии социалистов, а затем и в парламенте Молдовы, препятствуя проведению досрочных парламентских выборов. Опросы, конечно, показывают достаточно высокий процент популярности Додона среди пророссийской части общества. Однако его же сторонникам не нравится его заигрывание с плохотником в прошлом и обслуживание интересов мафии. Рейтинг Додона в значительной степени накачан Россией. Популярность Додона держится исключительно на поддержке Путина. Иными словами, за Додона голосуют и поддерживают не потому, что он харизматичный. Нет, там нет никакой харизмы, а потому что его поддерживает Путин. Убери поддержку Путина, и шарик сдуется. Чрезмерная зависимость левых партий Молдовы от Путина привела к тому, что в Молдове не осталось молдавских партий на левом фланге. На левом фланге в Молдове есть только партии, обслуживающие интересы России. Я имею в виду партии, которые имеют хоть какие-то шансы пройти в парламент. Фигура Игоря Додона стала токсичной для партии социалистов. Он тянет эту партию вниз. Додон замкнул на себе всю поддержку из России и контакты с Кремлем. И был тем, который поддался соблазну и пошел на усиление зависимости партии на левом фланге от России и усиление влияния России на молдавскую политику. Для сохранения здоровой атмосферы на левом фланге необходимо было предпринять все необходимое, чтобы ограничить политическое влияние России и Кремля на левом фланге Молдовы. Но Додон поддался соблазну и принял поддержку Кремля, а вместе с этим и условия, где не он как лидер определяет политику своей партии, а Кремль. И в том, что он сделал это, нет ничего удивительного. В честной борьбе без запрещенных приемов в виде финансовой и медийной поддержки из России Додон никогда бы не стал крупнейшим политиком на левом фланге. Потому что у него нет харизмы, и он очень часто несет чушь. Но даже Кремль не обеспечил Додону переизбрание в президента. Дело о Кульке, странные и глупые высказывания, союз с демократами и с Шором — все это подорвало доверие к социалистам и к Додону. Пропаганда социалистов пытается представить дело против Додона как политический заказ, а самого Додона как жертву политической мести. Главным аргументом у додоновской пропаганды является то, что задержание Игоря Додона произошло в день рождения президента Майи Санду, которая в этот день была в Соединенных Штатах Америки. Но даже у тех, кто усматривает в этом деле политический заказ, нет аргументов в пользу того, что Додон чист перед законом. И их аргумент в другом. Он что, дурак сидеть на голой зарплате? Преступная деятельность Додона по делу о Кульке проходила у всех на виду. Мы все наблюдали за этим в режиме реального времени, как живой сериал. Главный вопрос, почему прокуроры ждали так долго? Журналисты-расследователи давно все нашли и опубликовали. Прокурорам оставалось только собрать все в папочку, направить дело в суд и пригласить Додона для дачи показаний. Как будут проходить эти дела или это дело, мы не знаем. Надеюсь, что это не очередной эпизод спортивной рыбалки,
И эта крупная рыба не будет отпущена, как и многие другие до нее. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Делитесь этим видео, ставьте лайки, чтобы его увидело как можно большее количество людей. С вами был я, Михаил Серкеле. Увидимся в следующем выпуске Nocta Life.